Всем здравствуйте! Чалалан салам! Первая часть нашего вечера, как я уже говорила, это был показ моих руками связанной самой разной одежды. Шарфов, юбок, жакетов, платьев, топов и так далее, для которых мне пришлось искать моделей. Для того, чтобы разукрасить зал, где проходил показ одежды, мы приобрели некоторые декорации, профессиональные баннеры, где было написано Hand Knitted Fashion by EK, руками связанная Эльвирой мода. Чтобы ощутить некоторое торжество, мы также приобрели красную дорожку Red Carpet, что впоследствии пришедшие на вечер друзья шутили, что и им пришлось пройти по красной дорожке. И, конечно, чтобы все это смотрелось достаточно красиво, на стены мы повесили красивые шторки из темно-синего бархата, что, конечно, придали торжественный вид залу, где проходил показ. Также два манекена в моей вязаной одежде придавали настроение красоты. И на одном из манекенов поверх моей вязаной одежды я накинула пальто, которое уже 27 лет. Я сохранила это пальто в память о любимых родителях, а особенно мамы. Для вязания этого пальто шерсть была подготовлена моей мамой. А точнее, когда-то мои родители держали овечек. Затем они стригли этих овечек. После шерсть они возили на специальную шерстобитку. Сортировали шерсть, расчесывали специальной расческой, а потом мама пряла эти ниточки. Стирала эти нитки, а потом уже вязала. Это пальто связала моя подруга, которая сейчас живет в Германии. В общем, очень долгий процесс. Наверное, сегодня мало кто занимается этим трудоемким процессом работы. Поначалу для показа в качестве модели были приглашены 3 девушки, где у них должно было быть 7 выходов. В итоге они должны были показать 21 самой разной руками вязаной одежды. И первоначальный сценарий для выходов модели было написано для 3 моделей. Но за неделю до показа одна из них заболела, не вылечилась, и в итоге на показе было только 2 модели. И было показано 14 разных образов. Обращаю ваше внимание, не 14 луков, как вы любите говорить, а 14 образов. Я очень не люблю употреблять английские слова без надобности, хоть в русском языке и также в родном марийском языке. Репетиция для показа была в день показа за несколько часов до торжества. Первый выход был под названием «Аксессуары украшают», где были показаны 2 шарфа, и первый шарф по цвету был университета штата Флорида, FSU, Florida State University, золотого и темно-бордового цвета. The scarf of Florida State University thing. Второй шарф золотого, который может быть красивым аксессуаром в прохладный вечер. A black dress with a beautiful gold hand-knitted scarf can make a lady look more charming.
And always remember, a black dress is the oxygen of fashion. Thank you, ladies. А это я уже показываю третий шар цветов университета ФАМЮ, зеленого и оранжевого цветов. На шоу этот шарф из-за отсутствия модели не был показан. Второй выход был под названием «Одежда для офиса», где первая модель показала костюм из бордового или темно-малинового цвета, состоящего из длинной юбки, у которой есть разрезы по бокам для удобства ходить, и жилет, под который надели белую рубашку и на шею повязали шелковую в черно-белую полоску косынку. This burgundy suit has a skirt, and a skirt with slits on the side to make it more comfortable to walk. And a vest. Вторая модель в этом выходе была одета в черную шерстяную юбку, где было 4 разреза, спереди 2 и 2 по бокам. Black skirt with 4 slits, 2 on the side, 2 in the front, a white black blouse, hand knitted, colorful vest. Разрезы придавали некоторую женственность и, конечно же, удобство. На этой юбке в качестве украшения я пришила 2 пуговицы. Thank you, ladies. Третий выход был под названием «Костюмы», и первый выход был модели, которая была одета в костюм комбинации серого и темно-синего цветов. Костюм состоял из темно-синего топа, темно-синей юбки с лампасом серого цвета, жакета серый цвет. Еще в этот костюм входят берет и пояс из серого цвета. Navy blue and gray color suit, navy blue A-line tuxedo skirt, and navy blue top, gray jacket, gray beret with gray belt. К сожалению, в костюме золотого и лавандового цвета юбки для модели оказалась мала. И пришлось ей подбирать что-то другое, то есть юбку из черной пряжи и жилет, связанный из самых разных цветов пряжи. И под низ жилета мы одели блузку темно-коричневого с некоторым темно-зеленым оттенком. Вообще хочу сказать, что цвет всегда показывает разное при разном освещении. A-line skirt with colorful vest. Хочу добавить, что почти каждое платье, юбки и сарафаны были вставлены подклади. That all of these clothes, skirts, dresses have linings put in by Mara, tailoring in Tallahassee, and by the way, she is here. И эта работа была осуществлена профессиональным портным, которое присутствовало на этом показе мод. Вот она, мисс Маура, моя помощница. С
Вставлять подклад под вязаную одежду было моим личным решением, ибо подклады помогают сохранять одежде свою форму. И также с подкладом платье или юбка более комфортабельны для носки. Безусловно, профессиональная работа портного стоит хороших денег, но отличное качество работы всегда стоит хороших расходов. Thank you, ladies. И этот красный костюм на шоу не был показан из-за отсутствия моделей. Четвертый выход был по теме «Разноцветные цвета прекрасны, но у черного своя магия». Первая модель была одета в черный костюм, состоящий из черного топа и также из черной юбки, на которых главным украшением были сердечки на топе и также на юбке. Black top with heart and black skirt with heart, giving some charm not only for the suit, but meaning the sharing of love with others. Эти сердечки были задуманы и связаны, я бы сказала, для такого некоторого флирта. Вторая модель по замыслу должна была одеть вот это черное платье. Но платье не подошло, и пришлось менять все по ходу нашего модного шоу. И на показе она была одета в черную юбку с двухцветным топом. Основной цвет этого топа был бежевый. И пряжей цвета меди связан спереди по середине топа. Thank you, ladies. You're doing a wonderful job. Пятый выход нашего модного шоу был по теме «Вязание развивает математические навыки, и Икей любит вязать геометрические шашечки». Первая модель была одета в сарафан, связанного из чистой шерсти, синего и оранжевых цветов, где вы видите шашечки. Квадратики были связаны только по одной левой стороне сарафана. А под сарафан модель была одета в голубую блузку от Ральфа Лорена. И пояс также к этому сарафану был связан обоих цветов, цвета сарафана. К сожалению, соответствующую обувь к этому сарафану нам не пришлось подобрать, и одели то, что могли найти самые подходящие. Blue and orange checkered dress without sleeves, with blue silk Ralph Lauren blouse, blue beret, brown booties, and sparkly blue socks. This dress has two slits on the side to make the dress more comfortable for walking. Вторая модель была одета в сарафан, который был связан в квадратике из двух цветов – красного и черного. And white color blouse has two slits on the side, worn with belt. Also, black beret can add some special charm. Под сарафан мы одели блузку черного цвета с белым воротничком. Обувь для этого образа было намного легче подобрать. Thank you, ladies. While the ladies prepare for the next showing, Из-за отсутствия моделей этот зеленый сарафан также на шоу не был представлен.
На шестом выходе модели показали топы, связанные в шашечки или в квадратики, и первая модель показала топ, связанный в квадратики из цветов белого и серого. Этот топ она одела с джинсами белого цвета. Checkers gray and white colors top can be worn with white pants or jeans, white shoes. It just depends on the lady. Cute, cute. Наша вторая модель показала топ, связанных в квадратике цветов золотого и темно-сине-зеленого цвета. Мы подобрали для этого топа брюки из черного цвета. На голову модель одела шляпу, подходящую по цвету к топу. Hand-knitted checkers, gold and blue. Green top worn with silk pants, hat, black shoes. Thank you, ladies. While the ladies were preparing for the И снова, к сожалению, из-за отсутствия модели мы не смогли показать вот этот красивый топ, связанный из разноцветной пряжи. Кстати говоря, хочу добавить, что основная одежда, показанная на шоу, была связана из ниток Vana's Glamour. И последний, седьмой выход модели на шоу прошел по теме «Одежда для выхода», где первая модель одела длинное желтое платье с разрезами по бокам, а на плечо модели был накинут связанный, но не мной, ажурный желтый платок, купленный из нью-йоркского русского магазина. Но специально для этого платья был связан аксессуар, маленькая сумочка. yellow long dress has two slits on the side, giving the lady more comfort. This dress has its own knitted accessories, like a purse. И завершила показ модель, которая одела полосатое платье с длинными рукавами, связанное из разных цветов пряжи. Можно носить по-разному, как короткое платье или с какой-нибудь комбинацией в виде длинного свитера. Рукава платья или свитера можно регулировать. Это красное платье. На показе мод также не был представлен уже по известной для вас причине. Хочу сказать, что время между выходами модели были заполнены разными моими видео с моего YouTube канала. Например, «Талантливые люди Республики Мариэл», где гости смогли познакомиться и с другими нашими талантливыми людьми из Республики Мариэл. She doesn't like to waste her time and she is living everywhere. И как уже сказала в предыдущем видео, заранее был написан сценарий, где ведущим на вечер был мой муж Джерри. И каждый выход моделей сопровождала музыка, где мы использовали нашу караоке-машину Syntrix. Это была первая часть нашего вечера по случаю моего дня рождения, где мы презентовали, показали некоторую часть моей вязаной одежды. We would like to invite EK. В
В конце первой части вечера модного шоу моих руками вязаной одежды я поблагодарила всех гостей, пришедших на этот вечер, моих моделей, без которых вечер бы не состоялся, семью и, конечно, моего мужа Джерри. К сожалению, я забыла переодеться, и мне пришлось выйти в той же одежде, в которой я была, в джинсах и футболке. Я работала за кулисами и с моделями, готовила их на все выходы, поэтому так это забылось. Надеюсь, вам понравилась наша работа, и вы поддержите нас своими лайками и своими добрыми комментариями под моим видео. Я буду счастлива ответить на все ваши вопросы, если они у вас есть, если они у вас будут. Пожалуйста, подписывайтесь на мой YouTube канал, если вы все еще не подписались. И берегите себя и своих, и занимайте себя чем-то продуктивным, что поможет вам отвлечься от всех сумасшедших событий, происходящих сегодня в современном мире. Люблю вас и ценю каждого. До следующего раза, где я вам покажу часть нашего вечера, презентацию нашей марийской культуры здесь, в Америке. Всем всего доброго, ваша Эльвира из Америки. И шанем таланда моен видео келшен, титлан лайкам шандаш, дашона маштам возаш и да монда йолташлак. Йодаш да улаган, йодса, возаза, май ула, кумулан вашештем. Видеом шарза, ке ише моен YouTube каналышка возалтын оголган возалтса. Вескана марты. Вес видеошты майтиде касышты, эртышы, кокымышы, ужашым ончыктем. Кокымшы ужашышты Мари эл дене пырля Мари тӱврам ончыктымо. Кызытеш шкендам да ешда маралыза. Тендан дене йӧратымаш да пагалымаш дене Эльвира Америка гыч лийын.